А какая, на ваш взгляд, сейчас молодежь в Бурятии? Она, вот, ну, я, например, по своей вот этой дочери сужу, да, они вообще люди такие, сейчас скажу, немножко закрыты эмоционально, и у них какой-то немножко такой стиль другой вообще. Если мы раньше говорили, я тебя люблю, я тебя ненавижу, понимаете? Они так сейчас не говорят вообще. Они так все как будто бы мимо все проходит, что-то они там мычат, я не знаю что. Но, но они более моторные, чем мы. Мы были более такие, знаете, рассуждали на кухнях, там что-то читали, в общем-то ничего почти не состоялось у кого-то состоялось. Да. А эти ребята знают, понимаете, они немножко холодные. Да. Но я не говорю о своей дочери ни в коем случае. Она человек очень эмоциональный. Она вот недавно всю ночь там мы спали, у нас двор так, и там контейнеры с мусором стоят. И там кто-то всю ночь плакал. Невозможно. Невозможно. Я уснула, я не слышала. Значит, муж мой, он очень чутко спит, он говорит, невозможно было спать. Плачет и плачет. Он рано утром, значит, проснулся, там что-то смотрел, никого нету. Через некоторое время, уснул. Ладно, он дочку разбудил и говорит, слушай, ну уже утром, сходи-ка, кто-то там плакал сильно, посмотри. Она пошла, оказался этот кутенок, ну, собачка. Маленькая, она еще глаза не открыла. Ну, ее выбросили, эту собачку, в коробке. Дочь моя принесла эту собачку к нам домой. Стала просить, умолять меня, чтобы мы взяли ее. Плакала, рыдала над этой собакой. Ну что, взяли. Ну, мы ее, все, она у нас выросла, такая большая стала, такая веселая, хорошая. И я вот просто, ну, за дочерью наблюдала и думала, что она, конечно, никогда не будет такой злой, черствой, ну, какой-то не будет. Да, но и я не говорю, что они, вот, значит, молодежь, ну, не эмоциональны не в том плане, что они себя не так выражают. То есть стиль у них другой. Абсолютно. И они ориентированы на какие-то там довольно высокие цели. Угу. Ну, конечно, они связывают это тоже и с материальным. Если раньше мы только за идею жили, я всю жизнь работала, все думали, что я богатейшая женщина, девушка сначала. 120 рублей я получала, при том, что там уже люди 300 и 400 получали. Я всю жизнь мало очень получала денег, но я за идею всегда работала. Мне нравилось, понимаете, что я позанимаюсь, там что-то там нафантазирую, и потом это все получается. Эта молодежь навряд ли так будет заниматься. Они скажут, так, мой час стоит столько-то, платите мне. Я до сих пор это слово не могу выговорить. Кто-то приезжает ко мне и говорит, позанимайтесь со мной. И спрашивает, сколько стоит ваш час? А я не знаю. Я не знаю, я вообще я так думаю, надо так побольше сказать. А сколько побольше, не знаю. Понимаете? И в конце концов так получается, что все бесплатно. Это как очень один богатый ученый, его попросили почитать лекции в Кембриджском университете, по-моему, и спросили, сколько вы берете. Ну, он назвал такую цену вообще неподъемную. Англичане сказали, что нет, ну мы не можем. Так, он говорит, ну видите, в чем дело. Я себя оцениваю, то есть свою голову вот так оцениваю, мысли и так далее. Если вы не можете платить, хорошо, я тогда бесплатно буду. Понимаете? Вот, и я хочу сказать, что молодежь наверняка бы сказала бы точную цену. Да? Да, они бы сочетали, так, мне нужно квартиру купить, надо машину,
значит, это все делим напополам, потом еще эту часть, значит, вот этот процент я должен получить. Вот. Ну, я думаю, она довольно прагматичная, довольно такая, с каким-то таким устремлением, с напором определенным. Вот мы, например, я считаю, что наше поколение немножко потерянное было в плане того, что мы себя ярко не выразили. Вот, ну, надеюсь, что вот, ну, сейчас уже более так открыто все, более, ну, как-то активнее все. Наверное, все это у них, у молодежи будет хорошо. Но мы все немножко разные поколения, да.